Здравствуйте, уважаемые участники Олимпиады, ученики, их наставники и педагоги, которые интересуются проблемами обучения безопасности жизнедеятельности в школе. Вот и состоялась очередная Олимпиада, которая показала нам наш уровень теоретических знаний и практической подготовки. Сегодня предоставляется нам возможность проанализировать выполнение заданий теоретической части. Задания состояли из 5-6 заданий повышенной сложности и 5 или 6 заданий высокого уровня сложности. Нужно сказать, что у нас наблюдается определенный прогресс, ибо уже нет таких повальных ответов отрицательных, и повышается качество выполнения заданий в зависимости от самого содержания задания, то есть что нужно сделать. И отрадно, что учащиеся начинают справляться с заданиями как на соответствие, установление последовательности действий, показывают удовлетворительные знания для работы с текстом. Итак, начнем анализ выполнения заданий по 9 классу. Задание для учащихся 9 класса, первое, было направлено на проверку знаний по условиям акклиматизации. Задание было несложное, но очень большое количество учащихся, где-то 66% в среднем, допустили ошибку, указывая на условия повышения двигательной активности как необходимые для акклиматизации в условиях и жаркого, и холодного климата. Вот эта вот ошибка была самой такой распространенной, и было потеряно достаточно много баллов. Следующий ответ, следующее задание – это задание повышенного уровня сложности на установление соответствия между туристическим узлом и назначением. Вот больше всего ошибок было в определении назначения таких узлов, как штык, булинь, австрийский проводник. Вот это вот первое задание, да? Были много ошибок указано, да? И на 4 задание, 4 узел, стремя, проводник полусхватывающий. Вот здесь вот было допущено наибольшее количество ошибок. Так, следующее задание, задание работы с текстом. Нужно было вставить пропущенные слова. Это задание считается высокого уровня сложности. И какие были допущены ошибки, и что было названо правильно сразу же. Ну, во-первых, правильно указывали, что это артериальное кровотечение, хотя находились учащиеся, которые говорили, что это и артериальное, и венозное будет кровотечение. Наибольшее количество баллов было потеряно на том, что дети не указали анатомические части конечностей. Так, то есть это или бедро, или плечо. Ограничивались такими выражениями, как выше раны, ниже раны. Так, и какая-то часть олимпийцев вот неправильно указывала на каким же туром жгута должно быть остановлено кровотечение. То, что жгут не должен быть закрыт повязкой или одеждой, указывали все, учитывались и аналогичные ответы, например, не должен быть под одеждой жгут наложен. Ну и оценки, баллы были потеряны, когда указывали время, на сколько минут нужно оставить жгут. И вот здесь вот был разброс очень большой. Ну, например, писали 90 минут можно держать в теплое время жгут, а в холодное время до часа. Ну, были даже такие расхождения, как от 1,5 часов до 60 минут. Так. Вот. Следующее задание, 4, это задание высокого уровня сложности. Так, и требовало это задание со свободным ответом. Нужно было самим перечислить, что же входит в ремонтный набор велосипедиста. Вот обратите, пожалуйста, внимание, что нужно было перечислить вот данные компоненты этого ремонтного набора.
И мы придерживались этой рекомендации, что если было указано просто клей, без слова, без комментария, что это резиновый клей или клей для склеивания резиновых изделий, такой ответ не учитывался. То есть если было слово просто клей, это не учитывается. Так, далее, если, например, учитывались вот эти вот запасные детали, которые здесь перечисляются, то вставлялись соответствующие баллы. Ну вот иногда путают, ставят знак равенства между шиной и камерой. Пишут, что это одно и то же. Когда вот предлагаются вот такие вот ответы на перечисление, да, большинство олимпийцев придерживались такого плана, что вот перечисляли именно в столбик, отделяя один ответ от другого. Это во многом облегчает проверку. Но все-таки порой некоторые ответы были очень многословными и избыточными. И, например, в ремонтный набор велосипедиста некоторые учащиеся включали и запасные колеса, и запасной звоночек, и приспособление для более комфортной смены колеса, а также и запасную обувь, перчатки и тряпки. К сожалению, за этот счет вот качество ответа снижалось. Задание 5. Задание 5 – это задание высокого уровня сложности. Так, и требовалось определить площадь ожога. Ну вот площадь ожога 20%, по-моему, ответило всего или 1 или 2 учащихся. Так? А вот то, что это вторая степень ожога, по признакам определили правильно. Один только человек получил 9 баллов из 11. Так. И в 9, и в 10, 11 классах были знания на информационную безопасность. Так, и вот это вот задание по безопасности, все с ним очень хорошо справились. Все с ним справились хорошо, но ответы были порой очень многословные, и это затрудняло проверку. Но, тем не менее, вот обращаю ваше внимание на следующее оценивание. Вот если по позиции А ученик писал, что нужно вызвать полицию или дождаться полиции, якобы ее уже вызвали сотрудники банка, то вот только после этого оценивался ответ по позиции Б. Обращаю ваше внимание, что если по позиции А ученик писал что-то другое, не указывая конкретно на то, что нужно вызвать полицию и сотрудников банка, то ответ дальше уже не оценивался, даже если там все было написано правильно. Вот такое жесткое требование. Так, далее, следующее задание 7. Безопасное поведение в чрезвычайных ситуациях природного характера. Так, в основном перечисляют то, что закрыть нужно было окна и двери, освободить балкон или территорию, упоминают от пожароопасных предметов, правда, не очень конкретно, так, и указывали дети на то, что нужно перейти из легких построек в более прочные здания или защитные сооружения, или занять более безопасное место в доме. Но вот никто не написал, что нужно подготовить запас продуктов и воды, и не указывали, что нужно подготовить автономные источники освещения, ведь свет-то погас, и вот на это дети не обратили внимания. Так. Ну, в основном в таком случае ответы так или иначе показывают, что у олимпийцев сформировано представление о правилах безопасности, но из-за того, что ответы очень многословные, то порой вот это затрудняло проверку ответа. Так. Как ни парадоксально, самые сложные задания оказались задания для работы с крупным шрифтом. Их нужно было как раз вставить на определенное место. Ну, вот никто
с термином, со словом акватория не справился. Не указывали на это. Ну, чаще всего также не указывали слово катастрофы, так и то, что чрезвычайная ситуация наносит материальный ущерб. И порой вместо жизнедеятельности писали жизненных процессов людей. Ну а здесь ответ примерно набрали в среднем где-то около 6 баллов из 12. Максимального количества баллов никто не набрал. Ну, а один человек не справился с этим заданием, получив 0 баллов. Так. Задание 10 по правилам безопасности в условиях безопасности безопасное поведение в условиях, в социальных условиях, сбилась. Так, ну вот здесь вот довольно-таки все очень хорошо справились с заданием, но, опять же, не дочитали само задание. Исправить ошибки, выписав в левую колонку только часть текста. Выписывали весь текст, и это загромождало матрицу ответа и затрудняло также и грамотную, четкую, конкретную формулировку ответа как такового, замещающего ответа. Ну, справились хорошо. Задание, по-моему, было для детей очень легким. Даже не только писали, что как нужно правильно себя вести, но даже и объясняли, почему нужно так поступить. Так. Ну, вот так вот кратко мог бы выглядеть ответ. Но никто так не сделал. Все сразу стали переписывать целые предложения. Так. Задание 11 было направлено на тренировку памяти. Ибо нужно было определить так вот именно по памяти, по представлению, да, какой цвет здесь на данном знаке сигнальный и какой контрастный цвет, чтобы этот сигнал был наиболее ярко виден. В задании был предложен сам знак и его смысловое обозначение. И в основном справились с первыми двумя знаками, определили сигнальные контрастные цвета, а вот этот вот знак для доступа вскрыть здесь, вот этот вот знак, он вызвал наибольшее затруднение. Так, ну, правильность выполнения где-то примерно 40%. И последнее задание. Так, вставить недостающие слова в приведенный ниже текст вместо пропусков. Ну, то есть это задание аналогично заданию, там, где нужно было дать определение чрезвычайной ситуации, так и здесь. Нужно было вставить пропущенные слова. Ну, в основном пропускали вот слово «финансирование». Вот здесь были пропуски допущены. Так, слово «подстрекательство» заменялось порой словами «призыв». Так, это зачитывался как правильный ответ. Пропускали незаконное вооруженное формирование. Вот это пропускали чаще всего. Слово «вооружение» пропускали. И все. А реализация террористического акта в основном всеми была названа, и пропаганда идей терроризма, так, это тоже указали. Таким образом, можно сказать, что задания СОС повышенного и высокого уровня сложности, с этими заданиями обучающиеся справились 9 класса хорошо. Также неплохо справились и с заданиями на выбор ответов, на выбор одного ответа и на выбор нескольких ответов. Здесь никаких, как говорится, никаких особых нареканий нет, все в пределах разумного возможного. И нужно было набрать 25 баллов, ну, где-то в среднем у нас получается по 15 баллов. В среднем по 15 баллов. Итак, в 9 классе среди теоретиков, так, можно назвать человека, который наиболее, так сказать, компетентен в области теоретических знаний. Это Прокопьева Ольга,
из города Ухты. Так, набрано у нее было 134 балла из 200 возможных по теории. Это очень хороший показатель. Так, далее у нас следует Кутькин Павел из Сысольского района. Так, далее отметим Королева Данила из города Инты, 123 балла. Так, среди десятиклассников, нет, ну даже можно, наверное, и назвать, вот, несмотря на то, что практический тур нам охарактеризует позже, да, ну так как я сейчас имею такую возможность сказать пока, что наибольшее количество баллов и за теоретический, и практический тур у нас имеет Прокопьева Ольга, город Ухта, 293 балла. Так, Ефимова Юлия, город Ухта, 286 баллов. И Королев Данил, 275 баллов. Это предварительные итоги по теоретическим заданиям и практическому туру у девятиклассников. 10-11 класс. 10-11 класс. Так, здесь заданий было 6 заданий повышенной сложности и 6 заданий высокого уровня сложности. Так, плюс тестовые задания. Традиционно задания также включали и знания по основам медицинских знаний, так и природного характера, техногенного характера. У старших классов наибольшее количество затруднений вызвало задание на определение периода развития течения инфекционной болезни. Вот безошибочно все определили инкубационный период, но другие периоды, к сожалению, названы правильно не были у большинства участников. Также были допущены ошибки при определении, увлеклась. Так, при определении узлов, Так. Угу. Так. И здесь вот в основном допущены были ошибки при определении видов узлов и их назначений. Так, и при выполнении задания номер 3, значит, здесь обучающиеся уже использовали новые правила безопасности дорожного движения, которые были нами учтены. Так, далее. Задание на знание вредоносных программ по классификации Касперского. Так, здесь выполнение было удовлетворительным, где-то в пределах 60%. Так. Довольно-таки хорошо, можно сказать, отлично было выполнено задание номер 5. Опять же, по соблюдению правил безопасности в местах скопления людей. И здесь учащиеся выполнили все задание так, как нужно, на 15 баллов. Все перечислили, какие ошибки были допущены при посещении футбольного матча и что нужно было сделать. Так, следующее задание было направлено на определение уровня террористической опасности. Так, уровни террористической опасности. Вот так вот выглядел правильный ответ. Ну, в основном задание выполнено правильно, в среднем где-то около 70%. Так, задание высокого уровня сложности. 7 предусматривало выбор множества ответов, с которым учащиеся тоже справились достаточно успешно. Так.
Ну, как мы видим, задания по своей сути повторяются, и в старшей возрастной группе тоже было задание для работы с текстом, нужно было вставить пропущенные слова для того, чтобы выяснить знания о правилах проезда через правила пребывания в государствах, в зарубежных государствах. Но нужно сказать, что здесь учащиеся достаточно тоже показали себя грамотно. Слово «нормативные правовые акты» можно было заменить словами «законы», «конституция», что и мы учитывали такие ответы. Во втором предложении нужно было указать бережное отношение к памятникам природы, истории. Вот кто-то писал духовности, так, архитектуры. Ну, согласно критериям, такие ответы не рекомендовалось учитывать. То, что нужно соблюдать правила въезда, выезда, так, это писали все безошибочно. Транзитного проезда, было допустимо заменить словом попутного проезда. Здесь мы засчитывали ответ. Так. Подвергнуться риску инфекционных заболеваний. Так, это тоже большая часть олимпийцев указывала. Так. Ну, вот тут вот при соблюдении правил поведения на маршрутах повышенной опасности, вот не все справились со словом «специальное снаряжение», но все прошли инструктаж, что радует. Следующее задание, достаточно легкое, согласитесь, оно у нас повторяется почти что ежегодно. Знание о признаках цунами и правилах поведения при этой чрезвычайной ситуации, в которой мы, слава богу, никогда не попадем, наверное. Так? Но вот какие требования к ответу? То есть если учащийся называл правильно, что это явление называется цунами, дальше мы уже оценивали ответ. Но если было названо нечто другое, то тогда выставлялся 0 баллов за все задание. Потому что если по пункту А ответа не было, то и дальше уже позиции Б и В проверять было нечего, нелогично. Так, в 10-м задании, 10-е задание было направлено на поражающие факторы физического действия. И здесь вот путали само вот представление, что такое фактор физического действия, а писали некоторые о том, что произойдет под влиянием этих факторов. И поэтому были потеряны некоторые баллы, некоторое количество баллов. Так, задание 11. Так. Разобранный автомат Калашникова. Какая часть отсутствует? Так, многие указывали правильно, что это крышка ствольной коробки. Но каково назначение этой детали, не могли назвать. И получалось вот такой вот, опять же, такой нелогичный ответ. Хотя вроде бы понятно, что эта деталь, она защищает от загрязнения части и механизма, помещенные в самой ствольной коробке. Что тут было трудного? Вообще задание хорошее. На части автомата, то мы порой только умеем его собирать быстро и разбирать, а что к чему мы не можем порой назвать. Но вот это задание как раз и указало на то, что нужно все-таки учить назначение части автомата и их назначение. Так, самый всегда у нас сложный вопрос остается по основам военной службы и знание устава или знание каких-то знаков отличий. Так как не все учащиеся во внеурочное время изучают устав, то и получается, что здесь ответы у нас были достаточно низкие. Итак, полный ответ снять
сменить или снять с поста может только, значит, может дежурный по гарнизону и в присутствии своего командира. Так, ну вот не все учащиеся ответили таким образом. Ну, были ответы, типа, любой военный в форме может снять с поста. Но так или иначе, с заданиями десятиклассники, одиннадцатиклассники тоже справились. Неплохо, неплохо. И у нас получается следующее, что самый лучший ответ 142 балла, 142 балла у Ракитовой Полины, город Воркута. На втором месте по теории Ярусова Анна из города Ухты. И далее, значит, Ярусова Анна 134. И все. Вот это самые такие вот высокие результаты. Да, неплохо выступил по теории Изюров Дмитрий из Усть-Кулома. 130 баллов. Это очень хороший показатель. Если мы подведем итоги теоретического и практического тура, то получается, что наибольшее количество баллов у нас завоевала Ракитова Полина из города Воркуты. По предварительным данным, на втором месте Венгеров Сергей из города Сыктывкара, который блестяще выступил на практическом туре. Так, за этот счет он и получает примерно второе место. И Ярусова Анна из города Ухты, она на третьем месте по предварительным данным. Ну, что у нас дальше произойдут ли какие изменения, покажет время. Если кто-то не согласен, вы ознакомились со своими результатами, так, вы имеете возможность сравнить свои результаты с комментарием, и если кто-то не согласен, то можете нажать волшебную кнопку «Апелляция», оформить апелляцию. Но, значит, это не значит, что вдруг вы за счет апелляции получите еще какие-то дополнительные баллы. Тогда вся работа будет пересмотрена, и, может быть, даже мы найдем что-то еще. Так. Нет, это я так, может быть, пошутила несколько, но все-таки, пожалуйста, внимательно отнеситесь к своей работе, прочитайте, что вы написали, и как написали, чтобы это было нам понятно, а не то, что вы подразумеваете. А сейчас продолжат анализ члены жюри практического тура Репина Екатерина Николаевна и Рогачевская Ольга Васильевна. Пожалуйста, члены. Добрый день, уважаемые наставники, учителя и участники Олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности. Переходим к характеристике практического тура Олимпиады и постараемся кратко осветить трудности или замечания по каждому заданию. Анализировать каждое задание будет Ольга Васильевна Рогачевская, кандидат биологических наук, заведующая кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. И я, кандидат биологических наук, Репина Екатерина Николаевна. Итак, начнем с 9 класса. Да. Добрый вечер, коллеги, господа. Я постараюсь
вкратце разъяснить те ошибки, которые встречались у олимпийцев на этом туре, региональном туре. Первое задание было преодоление водной преграды. Учащиеся 9 классов это задание получили. Здесь ошибок кураторы секции не обнаружили. Сказали лишь, иногда олимпийцы тушуются, то есть сомневаются в своих знаниях, но надо быть чуть поувереннее, выполнять это задание. Поэтому в основном максимальные баллы были получены участниками Олимпиады при выполнении этого задания преодоления водной преграды. Второе задание включало в себя вязание индивидуальной страховочной системы из веревки своему товарищу для самостраховки при преодолении опасного участка местности. Также кураторы этого задания отметили, что в основном участники Олимпиады справились и достаточно благополучно справились с выполнением этого задания. Поэтому здесь я надолго не останавливаюсь. Следующее задание, третье задание у учащихся 9 классов было оказание первой помощи пострадавшему. Это задание прокомментирует Екатерина Николаевна. Она непосредственно куратор этого задания, поэтому более подробно, наверное, остановится. В данном практическом туре 2 задания посвящены области медицины. Хочу сразу сказать, что данные задания и вопросы ежегодно у нас проходят и выставлены Москвой, поэтому к этим заданиям, наверное, должны были бы уже заранее подготовлены быть достаточно хорошо все участники Олимпиады. Тем не менее, в задании оказания первой помощи пострадавшему, где нужно было оказать помощь, на земле лежит пострадавший, то условие, который кричит от боли, у ноги пострадавшего образовалась большая лужа крови. Здесь необходимо было соблюдать правильный алгоритм выполнения задания. А именно, для начала, конечно же, во-первых, это оценить обстановку, безопасно или нет. Далее выявить тип кровотечения, но с этим в основном все справились, участники Олимпиады, хорошо. И далее надо было оказать первую помощь наложением жгута. Вот здесь вот возникают трудности практически у всех участников, что удивительно. Не знают участники особенности наложения, например, первого, второго тура жгута. Жгут не закреплен хорошо у некоторых участников, и поэтому, естественно, здесь баллы штрафные были немаленькие. Но здесь, конечно, вот касается только остановки артериального кровотечения, поэтому, конечно же, алгоритм наложения жгута нужно отработать в практике и знать тип кровотечения, при каком типе необходимо использовать жгут, а при каком можно обойтись. Так, следующее задание. Следующее задание, опять я, наверное, возьму комментировать это задание. Это задание заключалось в том, чтобы участник Олимпиады определил расстояние между ориентирами. И как прокомментировали эту станцию кураторы этого задания, многие участники Олимпиады, обучающиеся, не знакомы с компасом, с работой с помощью компаса, и не могли определить ориентиры, не могли определить расстояние между определенными точками. Сами кураторы группы выставляли штрафные баллы при возникновении следующих ошибок. Когда возникла ошибка при измерении расстояния более чем на 10%, и почти 50% баллов снималось при ошибке, которая составляла 20% этого расстояния. И когда участники выходили за пределы площадки до внесения результатов в технологическую карту, то тогда снимались все возможные баллы. То есть 40 баллов на этой станции было, на этом задании между ориентирами. Ну и я, наверное, поскольку имея образование географа, обращаю внимание педагогов
чтобы на будущую Олимпиаду, вероятно, где-то будут встречаться подобного рода задания, связанные с работой и использованием компаса, обратить внимание, значит, определение азимута, определение расстояния между определенными точками на местности. Следующее задание, Екатерина Николаевна, вы оглашаете? Нет, тоже, наверное, я буду. Следующее задание у школьников 9 классов – это тушение пожара. Оно включало в себя несколько подразделов. Это надевание боевой одежды пожарного, тушение пожара было. И этот тур оценивал профессиональный пожарный. Он внес некоторые рекомендации, но эти рекомендации мы передадим организаторам Олимпиады. В частности, в прошлом году, в прошлые Олимпиады было задание по определению первичных средств тушения пожаров, то есть огнетушители, классы пожара, при которых применяются данные виды средств. Ну, в этом году этого задания не было. Ну, просьба не расслабляться, кто знает, что в голове и какие мысли витают у организаторов Олимпиады. В этом году снято это было задание. Значит, тем не менее, возвращаясь к самому содержанию задания номер 5, тушение пожара, и в частности, задание заключалось в надевании боевой одежды пожарного. Так вот, какие ошибки были замечены при выполнении этого задания? Укладка боевой одежды пожарного. Необходимо было комментировать, в какой последовательности делать это. Ну и куратор этого задания рекомендовал указывать высоту стола или скамейки, на которую укладывается эта одежда. Второе замечание было связано с тем, что олимпийцы при использовании одежды пожарного застегивали не все застежки. За это снимались баллы с олимпийца. По правилам рекомендуется застегивать все застежки, сколько есть. Их может быть 3, 4, может быть и более. И все это надо застегивать. То есть за каждую не застегнутую застежку, невыполненную детальку снимались, к сожалению, баллы. Третье замечание или, так скажем, ошибка, которая совершалась, из-за которой мы вынуждены были снимать баллы с участника Олимпиады, это правильность и последовательность надевания боевой одежды пожарного. Некоторые участники Олимпиады спрашивали, в какой последовательности можно одевать краги, шлем, необходимо ли снимать обувь. То есть участники не знают последовательности надевания боевой одежды пожарного. На это обратите внимание. Еще одно из замечаний было, когда олимпийцы не могли соединить пожарные рукава к разветвлению. То есть по диаметру, не ориентируются по диаметру. Ну, создавалось впечатление, будто они впервые это видят. Ну, на самом деле, я понимаю ситуацию, не во всех населенных пунктах, наверное, есть доступ к этому оборудованию. Ну, чем, что называется, мы можем помочь? Хотя бы смотреть учебные фильмы, хотя бы смотреть литературу, где участники по демонстрациям могут рассмотреть эти детали. То есть соединение пожарных рукавов и разветвлений. Они разного диаметра. В частности, разные диаметры соединительных головок. Не могли разобраться в этом. Еще одна из ошибок, встречающаяся на этом задании, при размотке пожарного рукава. Участники, некоторые, не все, конечно, основная масса выполняли, некоторые не знали, как это сделать, некоторые разматывали очень бережно, видимо, чтобы не повредить шланг, разматывали как снежный ком, хотя в экстренной ситуации, в реальных условиях пожара это надо делать очень быстро, резким движением, фактически выбрасывая вперед этот смотанный пожарный рукав. То есть скорость реакции просто отсутствовала. И при этом
При этом все эти задания оценивались, в том числе оценивались и по времени выполнения. То есть олимпиец мог не успеть, что называется, вписаться в эти рамки. 20-23 минуты давалось на все это, на прохождение всех станций. То есть это задерживало самого олимпийца. Далее. Ну, далее я сказала все. Вот единственное, что куратор этого задания по тушению пожаров и надеванию одежды, он сказал, что желательно, чтобы было задание по типам средств тушения. Все, следующее, Всё, да? да, спасибо. И снова задание из области медицины, как и в прошлом году, это оказание первой помощи пострадавшему при пожаре. Дело в том, что в нашей современной жизни, конечно, происходят, к сожалению, ситуации, где жизнь и здоровье собственное, а также близких, зависят от знаний и умений, необходимых для быстрого оказания доврачебной помощи в той или иной ситуации. Поэтому каждый человек должен обладать знаниями в этой области. Самое главное здесь – это не поддаваться панике и выполнять все действия очень быстро, четко, правильно. Условие данного задания было следующим. Пострадавший лежит на земле, не реагирует на окружающее, на плече наблюдается ожоговая рана с нарушением целостности кожи. Очень хорошо мы знаем, что пожары – это одна из самых распространенных чрезвычайных ситуаций. В основе ее лежат и процессы горения, и выделение продуктов горения в виде дыма, которые образуют токсические соединения. Поэтому, конечно же, одним из первых алгоритмов выполнения задания – это оценить обстановку, убедиться в безопасности оказания первой помощи. Здесь, конечно, были не то что трудности, а просто опущение со стороны каждого участника. Конечно, за всем в целом мы говорим положительно, а не оценивали безопасность обстановки, но тем не менее были такие ребята, которые, может быть, от волнения это все опускали. Далее необходимо было проверить признаки жизни, это наличие сознания, дыхание с помощью либо зрения, слуха, осязания и пульс на сонной артерии. После чего перевести пострадавшего нужно было в устойчивое боковое положение, на здоровое плечо. Вот тут как могли, так и крутили бедного пострадавшего. И на здоровое, и на больное, потом снова на здоровое. Поэтому вот по 9 классу 3 выполнили безукоризненно это задание. Еще 5 получили небольшие баллы штрафные. Вот как раз-таки по погрешностям придания устойчивого бокового положения пострадавшего. 3 участника Олимпиады получили штрафные баллы за то, что колено ноги, оно находилось на весу при устойчивом боковом положении пострадавшего. И 2 участников, они не приложили холод к поврежденным ране, либо не была приложена салфетка, сразу клали пузырь со льдом или просто лед. То есть вот такие вот трудности возникали у ребят. Ну и, конечно же, после выполнения всех действий по оказанию помощи пострадавшему не был соблюден контроль за состоянием пострадавшего. Вот в этом в основном были ошибки у участников Олимпиады. Так, это у нас получается все. Последнее, да, задание по 9 классу. Теперь переходим к анализу практического тура 10 класса. Первое задание. Сейчас думает. Первое задание было преодолеть зону химического заражения в боевой обстановке. Ольга Васильевна? Да. Но здесь в целом ребята с этим заданием справились благополучно. Сразу хочу сказать, что все оборудование для каждой станции было приготовлено. Ребятам нужно было лишь осмотреться, собраться, сориентироваться и использовать все то, что им предложено.
Ну вот, видимо, волновались. Еще хочу отметить, пока мы переходим к заданию 2, следующему вязка узлов, Мгм. может, что-то Ольга Васильевна дополнит. Скажу, что в этом году были заранее выданы задания по практическому туру. А получается так, что дети, участники Олимпиады, мы так будем называть, да, еще молодое поколение, смотрели эти задания, алгоритм действия, вот перед самым входом в зал, где располагаются площадки практического тура. Конечно же, это не совсем хорошо, поэтому и трудности возникали. Итак, вот по заданию 2 что-то есть у нас? В основном Ну, справились да, в ребята? основном справлялись Вязка с этим, узлов. да, Умеют вязать. возникали некоторые трудности возникали во время вязки узлов, выполнения этого задания, которое Мгм. называется вязка узлов. Мгм. Вот. Не все знали типы узлов, времени больше тратилось на это. Ну, и в большей степени связано, конечно, с неуверенностью Мгм. олимпийцев, то есть чуть посмелее ребята или Мгм. педагоги, да, просто знают, но сомневаются, что верно делают. Мгм. Так. Следующее, да, задание 3. Вот мы видим Да, опять опять из медицинское. медицины. Мгм. Так, выключится. Что это такое у нас тут? Ничего. Задание 3. Придание пострадавшему оптимального положения тела в соответствии с характером повреждения и его состоянием. Ну, здесь предлагалось участнику определенный вид задания, который он ознакомливался, и по собранности его он нам рассказывал и показывал алгоритм действия. Первый вопрос был о придании определенного положения пострадавшему с большой кровопотерей. Он в сознании, пульс на запястье отсутствует. Ну вот здесь у многих ребят были сложности в том, что пострадавшего они не укладывали на спину и ноги не были приподняты. Это уже было штрафных баллов в количестве 20, а максимальная оценка всего 20 было, то есть 0 сразу. Второе. Пострадавший с отсутствием сознания, дыхания, кровообращением сохранил... Так, у нас что-то выключилось или нормально все? Они, наверное, нас и не слышат. Ага. Слышат? Уважаемые, да, продолжим. Второе задание. Пострадавший с отсутствием сознания, повторяюсь, дыхание, кровообращение сохранены. Ну вот здесь опять же трудности были в чем? Что пострадавший не был приведен в устойчивое боковое положение. Плюс ко всему страховка шейного отдела позвоночника не была выполнена должным образом. Это касается и предыдущего задания по медицине, где нужно было пострадавшего с ожогом на плече придать ему устойчивое боковое положение. Следующее. Пострадавший с одышкой в сознании, и необходимо было опять же его привести в положение полусидя, но опора для спины не была создана участниками для пострадавшего, поэтому тоже уже здесь штрафных баллов они получали 10. И последнее задание здесь это пострадавший с травмой живота. Тут, конечно, пострадавшего нужно было перевести в положение на спине, но валик под колени не был подложен многими участниками. Поэтому вот здесь, наверное, задача на будущее отработать эту технику. Следующее задание номер 4 – это определение азимута между ориентирами. Но здесь что мы можем вкратце сказать? Что ребята многие не умеют даже пользоваться компасами, не умеют определять азимут, расстояние от одного объекта до другого. В принципе, вот здесь затор и образовался у ребят прямо целая очередь, поэтому на других станциях были пропуски. Поэтому вот здесь тоже у них возникали трудности. Ну вот из перечня ошибок, это вот опять же здесь отмечается неправильное определение азимута. Следующее задание – это стрельба по мишеням. Пожалуйста, Ольга Васильевна. Спасибо. Значит, стрельба производилась в 12-й школе города Сыктывкара. Почти 100% участники Олимпиады выбрали стрельбу из пневматической винтовки, хотя на выбор было предложено и пистолет. Наверняка это связано с тем, что большей частью олимпийцы готовились именно на этом виде стрельбы.
Значит, что по результатам? Многие, так, один лишь человек из 23 почти участников, это участники 10-11 класс учащиеся, лишь один человек выбил 20 очков из 30 возможных. Один человек смог заработать 14 очков при стрельбе по мишеням, и один человек 11. Все остальные менее очков выбили по мишени, и 14 участников Олимпиады при выполнении этого задания совершенно не попали в мишень. Это почти 60% всех участников. Фактически мы понимаем, что не у каждой школы и не у каждого участника Олимпиады имеется возможность такая. Поэтому просто, наверное, обращаемся к педагогам, которые готовят обучающихся к Олимпиаде, находить какие-то резервы, договариваться с другими школами. Да, но Ирина Дмитриевна подсказывает, что на условиях сетевого взаимодействия. Контакты просто с другими образовательными организациями. Еще один этап при выполнении задания по Олимпиаде был это метание гранаты. Гранаты были заменены гранатами или мечей на расстоянии 10 метров. Мишень была вертикальная, на стене прикреплена, и также очень многие участники не смогли полноценно выполнить это задание. Лишь 3 человека справились, выбив 20 баллов, то есть всего лишь 2 попадания из 3 возможных. Некоторые участники, по наблюдению организаторов, даже как будто не пытались попасть в эту мишень. Но, не знаю, это желание, наверное, самих участников Олимпиады. В целом не должно было возникать никаких трудностей. Расстояние, в общем-то, незначительное. Но, тем не менее, справилось очень мало людей. А вот только 50% участников смогли заработать какие-то существенные баллы. Спасибо. И следующее задание – оказание первой помощи пострадавшему. Условия были такие, что мужчина обращается за помощью, будучи на автобусной остановке, к человеку, то есть к участнику Олимпиады, жалобами на боли в области сердца. После того, как участник якобы, имитация, вызывает скорую помощь, этому мужчине стало плохо, он падает и перестает реагировать на окружающих. Необходимо было оказать первую помощь. Но здесь снова алгоритм выполнения задания каков: оценка безопасности места, определить состояние пострадавшего. И самое сложное для ребят, каждый год это происходит: выполнение сердечно-легочной реанимации. Путается, сколько давлений на грудину произвести, и затем сколько вдохов. Не знают, в каком соотношении все это дело выполнять, а если уже нарушен алгоритм сердечно-легочной реанимации, здесь уже за минусом 13 баллов было из максимально 40 возможных баллов, которые мог набрать участник Олимпиады. Какие здесь сложности по правилам техники наложения рук при непрямом массаже сердца? Не могут, не знают, каким образом накладывать, что за область выбирать, насколько давить на грудину. Терялись ребята, к удивлению к нашему. Я сама была председателем данной секции. И, конечно же, искусственная вентиляция легких. Практики не хватает, уважаемые участники. Я специально даже останавливалась и еще раз спросила чуть ли не каждого из 9 участников 11 класса, 13 ребят из 10 класса, чтобы они действительно произвели эту искусственную вентиляцию легких. Так, чтобы эта воздушная струя прошла действительно до легких. Это очень сложное выполнение задания. А ребята как будто, я не знаю, смеясь, говорила, что вы там массаж делаете этому пострадавшему. А все это очень серьезно. Здесь жизнь на минуты считается. Из 11-классников 6 отлично выполнили, 3 с погрешностями. Из 10 класса 8
хорошо и 5 с ошибками, штрафными баллами. Мгм. И последнее у нас задание – это поражение мишени ручными Ну, гранатами. я об этом уже сказала, да, они просто Мгм, гранаты мгм, были заменены на мечи. мгм. Вот. Ну что еще хочется отметить? И отрадно, что наши выпускники, в частности Михаил Рогов, замечательно подготовил своего ученика. Безукоризненно молодой человек справился с оказанием первой помощи на станции медицины. Вот это очень похвально. Поэтому, уважаемые учителя, наставники, двери, я думаю, что Ольга Васильевна подтвердит, кафедры безопасности, жизнедеятельности и физической культуры нашего университета открыты вам всегда. Если есть какие-то вопросы, консультации, мы с радостью вам поможем и ответим. Ну и, и пользуясь случаем, Мгм. приглашаем выпускников школ поступать в университет на нашу специальность педагогическое образование, профиль безопасность жизнедеятельности и физическая культура. Выпускники этой специальности, этого профиля, точнее сказать, они могут работать педагогами в школе по 2 дисциплинам: безопасность жизнедеятельности и физическая культура. Рамки, конечно, значительно расширяются при этом, возможности расширяются. Очень многие наши выпускники, имея это образование, имеют возможность поступать в какие-то силовые структуры, пожарную охрану. То есть милости просим, приходите, мы будем очень рады вас учить. Ну и еще, наверное, дополним, что мы являемся единственными по республике Коми, кто готовит учителей и в области безопасности жизнедеятельности и физической культуры. Но это подтверждает результаты работы участников Олимпиады. Учителя очень хорошо подготовили. Желаем успехов дальнейших. Ирина Дмитриевна, может, слово еще? Да? Желаем вам дальнейших успехов, и если есть вопросы, мы всегда рады на них ответить.